Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите «Итоги дня» с Владом Давыдовым в прямом эфире. Сегодня в программе. 132 новых случая в республике продолжают фиксировать заболевших COVID-19. Озвучим данные по сегодняшнему дню по районам. Сезон завершен. В Якутии начинают закрываться паромные переправы и подводят итоги навигации. Минобрнауки сообщает, в школах республики осенние каникулы пройдут со 2 по 15 ноября. Публичные слушания Илтумена рассмотрели бюджет Якутии на предстоящие 3 года. Центр протяжения населения парку «Россия. Моя история» в Якутске сегодня исполняется 3 года. Выявлено 132 новых случая COVID-19 в республике, в том числе в Якутске 85, в Алданском районе 11, Мегино-Кангаласском, Хангаласском по 4, Верхневилюйском, Кобяйском по 3 случая, Горном, Жиганском, Мирнинском, Нерынгринском, Нюрбинском, Аймеконском, Алекминском, Сунтарском, Улусах по 2 диагностировано. В Амгинском, Булунском, Вилюйском, Намском, Оленёкском, Тампонском по 1 случаю заражения и 1 летальный исход за сутки. Лабораториями республики за день проведено 4491 исследование на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 565 369 тестов. Необходимо обратить внимание на то, что после субботнего визита, в том числе главы республики в целом по медицинским учреждениям и лабораториями, мы вновь приняли решение об увеличении объемов лабораторий по тестированию граждан. Также принят ряд организационных мер. Можно увеличивать количество исследований на коронавирус, но мы должны понимать, что у каждой системы есть свой резерв. И поэтому сегодня для нас особенно важно, прежде всего, соблюдение тех норм, которые определены нормативно-правовыми актами главы республики Саха-Якутия. Отмечается рост заболевших в Алданском районе. Там участились случаи выявления ковид, а также пневмонии. За минувшую неделю там зарегистрировано 4 летальных исхода, все погибшие с наличием положительных результатов на новую коронавирусную инфекцию. Специалисты, впрочем, отмечают, что вскрытие еще не проводилось, и окончательный диагноз будет установлен лишь после этого. На сегодня день инфекционное отделение Алданской районной больницы заполнено максимально 80 человек. Там находится в инфекционном, 32 в провизорном отделении. Решается вопрос о расширении коечного фонда. Рассматриваются варианты использования под него детской поликлиники в Нижнем Куранахе либо Ленинской поликлинике. О тотальном закрытии школ речи пока нет, но отдельные классы все же переходят на дистанционное обучение. Мы переводим на дистанционное обучение только те классы, в которых выявлены дети с положительными результатами на новую коронавирусную инфекцию. О тотальном закрытии школ речи не идет. Сейчас у нас сложная ситуация по заболеванию новой коронавирусной инфекции среди педагогов 2 школ. Это школа 5-я поселка Ленинский и школа с углубленным изучением отдельных предметов города Алдан. Проводятся все необходимые мероприятия противоэпидемические, в том числе исследования всех контактных персонала, сотрудников школ на наличие этой инфекции. Также работа будет осуществляться в дистанционном режиме, если это будет возможно. В школах Якутии осенние каникулы пройдут со 2 по 15 ноября. Массового перевода школ на дистанционное обучение не будет, об этом сообщает Минобразование республики. Цитата. «В социальных сетях мы наблюдаем рост комментариев с просьбой закрыть школы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Хочу отметить, что в настоящее время нет необходимости закрытия всех школ или перевода их на дистанционную форму обучения повсеместно». Об этом сказал министр Михаил Сивцев. Самая старейшая школа в Ленске меняет внешний облик. В прошлом году к 150-летию образовательного учреждения был обшит фасад здания. В этом году проведен еще ряд ремонтных работ как внутри, так и снаружи за счет денежных средств районной администрации. Всего из казны района было выделено 11,5 миллионов рублей. Проведен ремонт актового зала и профкласса, установлено видеонаблюдение, а на территории школы номер 1 полным ходом идет благоустройство.
Заменено также ограждение по периметру, уложено более 1000 квадратных метров плитки и будут установлены конусообразные опоры для освещения. Окончательно облик первой школы будет изменен к лету 2021 года. И вот эти некоторые работы, да, которые зависят от погоды, принесли июнь месяц. Уже с заказчиками у нас переговоры ведутся. И на днях дополнительное соглашение подпишем, июнь месяц. Хотели искренне свою благодарность передать директору школы Наталье Владимировне. Она нам помогает вот этим снабжением электроэнергией, водоснабжением. И, пользуясь случаем, хотели отдельно было поблагодарить главу района Абельманова Жумарта Жаслыковича. Несмотря на свою занятость, постоянно, несколько раз приезжал лично после рабочего времени. И тут проверял. В связи с ограничительными мерами в период пандемии продление пособий и выплат на детей шло автоматически с 1 апреля по 1 октября. Теперь же гражданам необходимо пройти перерегистрацию. Служба социальной защиты в Нерюнгри обратилась к населению с разъяснением порядка продления детских пособий. В теме разбиралась Ирина Кичигина. Следует обратить внимание, что назначение и выплата разных пособий производятся по-разному. Так, за ежемесячными пособиями на детей от 0 до 16 лет можно обратиться в любой день, и выплата будет произведена в полном объеме за весь месяц. Остальные пособия начнут выплачиваться за период со дня обращения. Если же мы говорим о ежемесячном пособии при рождении 3-го ребенка либо 1-го ребенка, то данные выплаты назначаются со дня обращения. Это означает, что если срок выплаты закончился 1 октября, граждане обратятся к нам в середине месяца, соответственно, выплата будет назначена со дня обращения, то есть за половину месяца. Сегодня малообеспеченные семьи имеют возможность получать ежемесячное пособие на детей в возрасте от 0 до 16 лет и выплаты детям от 3 до 7 лет. Также ежемесячные выплаты положены при рождении 3-го и последующего ребенка с 2019 года и при рождении 1-го ребенка с 2018 года до 3 лет. В этом месяце я прошла перерегистрацию в МФЦ. Я получаю пособие на 5-го ребенка айсеновские выплаты, потом от 0 до 16 и по уходу за ребенком. Этого мне не составило большого труда. Напомним, ежемесячные детские пособия назначаются сроком на 1 год семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Такие семьи имеют право обратиться с заявлением и соответствующим пакетом документов в офис «Мои документы» либо через портал eyakutia.ru. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. В следующем году Алданская центральная библиотека имени Некрасова должна предстать перед посетителями в обновленном виде. Переоборудовать библиотеку под новый вектор времени и развития поможет участие в национальном проекте под названием «Культура» и грант в 10 миллионов рублей, которые Некрасовка выиграла в этом году. Репортаж Руслана Павлова. Погрузиться в подводный мир, походить по лабиринтам пещер или залам Третьяковки – все это можно испытать, посетив библиотеку. Новые возможности, приобретенные по гранту республиканской программы «Культура», представила Алданская центральная библиотека имени Некрасова. Вас вокруг не вижу, вижу подводный мир. Все здорово. Новые технологии, библиотеки меняются, шагают в ногу со временем. Здорово. Я думаю, всем это понравится. Модельная библиотека – это название прочно входит в нашу жизнь. Оно продиктовано временем и новыми технологиями, которые меняют наше мировоззрение. Виртуальный киоск, стол, киберкомната и многое другое новое, современное, уже можно опробовать в действии. Поэтому это все и делается, чтобы библиотека не была в руках именно в телефоне, чтобы люди, независимо от возраста, могли приходить к нам и видеть, и пользоваться новыми технологиями, потому что на самом деле не все технологии, которые будут у нас в библиотеке, и сейчас уже есть библиотеки, можно приобрести дома, и это дешево, грубо говоря. Поэтому, я думаю, это будет пользоваться большим спросом. Создать робота или отпечатать бюст на 3D-принтере, смоделировать простые фигуры или сложные архитектурные детали. Направлений и возможностей в библиотеке стало гораздо больше. Это, конечно, клево. Помимо книг еще можно развиваться в других направлениях, кроме как
читать и просвещаться, можно и развивать остальные аспекты своих знаний и мозга. К осени будущего года библиотека преобразится. Она станет своего рода досуговым центром, где можно почитать книгу под ароматный кофе, погрузиться в виртуальный мир космоса или записать собственный музыкальный трек. Мы выиграли 10 миллионов рублей на создание и развитие модельной библиотеки в 2021 году. Она будет у нас полностью модернизирована, приобретено компьютерное оборудование, расширены площади. Будет коворкинг, будет библиокафе, ну и различные игровые площадки, образовательные, информационные, досуговые. В стремительном погружении в цифровой мир библиотеки как храм культуры должны сохранить главное – дать возможность людям собираться вместе по интересам, а современные технологии послужат хорошими помощниками в этом. Руслан Павлов, Алдан. Сейчас короткая пауза, вернемся через минуту, смотрите далее. Сезон завершен, в Якутии начинают закрываться паромные переправы и подводят итоги навигации. Публичные слушания Илтумена рассмотрели бюджеты Якутии на предстоящие 3 года. Центр притяжения населения парку «Россия. Моя история» в Якутске исполняется 3 года. Это «Якутия-24» в прямом эфире, программа «Итоги дня». Избрана заместитель председателя Координационного совета по предпринимательству при главе республики. Ею стала председатель Союза товаропроизводителей, предпринимателей торговли и потребительского рынка республики Ирина Котенко. На заседании также решили включить в состав Координационного совета 5 новых членов: предпринимателей Александру Окорокову, Александра Никифорова, Ольгу Григорьеву, Анну Маттерн, Ирину Мурашову. Кроме того, члены совещательного органа обсудили меры поддержки предпринимателей, которые наиболее пострадали из-за новой коронавирусной инфекции. Айсен Николаев озвучил, что на сегодня региональными мерами поддержки смогли воспользоваться 523 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму более 44 миллионов рублей. Состоялись публичные слушания проекта бюджета Якутии на 2021-2023 годы. По словам председателя бюджетного комитета Илтумен Юрия Николаева, доходная часть бюджета стала меньше на 8 миллиардов рублей. Однако он сообщил, что цифры можно сравнить с бюджетом, который принимался в прошлом году до внесения корректировок. Приоритетными направлениями при распределении бюджета станут финансирование образования, заработная плата, субсидии на ЖКХ и сельское хозяйство. Значит, срок принятия бюджета до 1 декабря. Если раньше мы принимали до 20 декабря, сегодня будем принимать до 1 декабря. Поэтому все сроки сдвинулись, и, в общем-то, определенные сложности тоже в сжатости сроков принятия публичных слушаний, самое первое чтение, определенным образом есть. Это, конечно, требует определенной консолидации работы депутатского корпуса. Правительство страны ускорит работу по оцифровке архивов ЗАГС. Записи, составленные на иностранных и национальных языках, переведут на русский, а затем оцифруют и выгрузят в единый федеральный реестр ЗАГС. Для этого будет дополнительно выделено более 1 миллиарда рублей. В процессе перевода бумажных архивных книг обнаружилось, что часть записей с 1926 года составлены на татарском, арабском или старомонгольском. Отмечается, что к работе будут привлечены профессиональные переводчики. Полная оцифровка архивных актов гражданского состояния должна быть завершена не позднее 31 декабря. Новые правила получения пенсии вступили в силу в России. Согласно приказу Минтруда, пенсионеры смогут сохранять дату получения пенсии при смене банка. Действующее законодательство предусматривает, что пенсионер сам выбирает, как именно он хочет получать пенсию: через Почту России, когда курьер приносит деньги на дом, или через банковскую карту. Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6%. Средний размер страховой пенсии составит почти 17,5 тысяч рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы на 2,6%. С 19 октября в Хангаласском Улусе закрыты паромные переправы. В ближайшее время паромы перестанут ходить на рек Халдан и Вилюй. Таким образом, в республике подводят итоги навигационного сезона. Репортаж нашего корреспондента Юлии Михайловой.
Сегодня в числе последних закрылась переправа через реку Вилюй в Нюрбинском районе. С этого момента действует судно на воздушной подушке. С 9 часов до 6 часов вечера он будет курсировать на реке Вилюй под селом Кундядя. Еще до официального закрытия судоходства в Нюрбинский район все необходимое доставили в срок. Речным транспортом завезли каменный уголь – 41 700 тонн, нефтепродуктов – около 6 тысяч тонн. Также доставили комбикорм, строительные материалы. Навигацию все грузы, необходимые народно-хозяйственные грузы в Нюрбинский район доставлены, в том числе топливо, строительные материалы. Навигация прошла в плановом объеме. С начала навигации в отдаленные населенные пункты отгружено свыше 1 миллиона тонн различных грузов. Это 102% от плана. Из всего завезенного почти половина – это топливо. Получателям ГОП ЖКХ Республики отгружено 373 тысячи тонн угля, почти 25 тысяч тонн газового конденсата и 59 тысяч тонн нефти. Пандемия не помешала провести все переговоры с поставщиками и перевозчиками задолго до начала навигации. И с сотового телефона можно в режиме ВКС выходить, и с компьютеров с дома на удаленный режим настроены, поэтому мы, в принципе, это отработали безболезненно. В ход навигации вмешались лесные пожары. Суда не могли ходить из-за большой задымленности. Полмесяца стояли судна, но тем не менее наш основной перевозчик, это ЛОРП, выполнил свою задачу 100%, и мы весь груз доставили. Чтобы комфортно пережить суровые морозы, примерно столько же топлива, 450 тысяч тонн, доставят уже по зимникам. Юлия Михайлова, Джулстан Иннокентьев, Геннадий Матвеев. Новости. Нюрба, Якутск. Круглогодичная дорога от столицы республики до села Кабяй откроется 23 октября. Ее строили одновременно с двух сторон. Дорожники закончили работы на двух участках дороги общей протяженностью более 25 километров, а также мостовой переход через реку Тюганя, который свяжет Горный и Кабяйский районы. Автодорога Кабяй должна обеспечить круглогодичный проезд с выходом на федеральную трассу Вилюй. Сейчас на ней устанавливают знаки и барьерные ограждения. Отмечается, что время поездки от Якутска до села Кабяй в среднем составит от 4 до 5 часов. В дальнейшем планируется строительство дорог от села Кабяй до близлежащих сел Аргас, Тыя и Чагда. Также правительство Якутии планирует строительство дороги от центра района до села Мукучу. Парку «Россия. Моя история» в Якутске исполняется 3 года. За этот небольшой срок учреждение стало по-настоящему местом притяжения – общественным, культурным, просветительским, досуговым центром для всех слоев населения республики. 300 самых разных мероприятий, порядка 300 тысяч посетителей, и это лишь за 3 года. Музей по праву можно назвать уникальным и инновационным по применению мультимедийного оборудования и различных практик именно в новых цифровых форматах. Также парк уверенно лидирует по количеству проведенных в период пандемии онлайн-мероприятий. Напомню, исторические парки «Россия. Моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс в стране. География его площадок простирается через всю страну, насчитывает 22 города. Стоит отметить, что среди всех остальных по посещаемости парк в Якутске стабильно занимает 5-е и 6-е места по всей стране. В целом, среди исторических парков мы занимаем, стабильно удерживаем 5-е, 6-е место по посещаемости школьниками и по общей посещаемости в соотношении к общей численности населения в регионе. Конский волос, перья глухаря, шкура оленя и береста – из этих материалов сделаны экспонаты новой выставки. В картинной галерее Мирного эту выставку открыли 16 октября. Любоваться работами якутской мастерицы Ульяны Поповой можно в течение ближайших 3 недель. Слово нашему корреспонденту Ксении Исламовой. Вот этот узор называется кёгуэр, тоже везде это как оберег и благословение. О якутских узорах и своих работах мастерица Ульяна Попова рассказывает, тщательно подбирая слова. На выставку в Мирный жительница села Тасюряха привезла не только свои, но и работы учеников. В сельском клубе она рассказывает о тонкостях шитья из бересты. Сама училась старинному ремеслу у бабушки, а позже у якутского мастера. Именно в одно время летом, там, в конце июня, в начале июля, светлая береста получается. Вот так.
Вот такая светлая береста. А вот в августе вот темную. Она с этим приходит, немножко с корочкой идет, поэтому вот темная получается. И для рисунка красиво. Но прежде чем собрать бересту, в тайге мастерицы устраивают настоящий обряд. Задабривают духов оладьями и просят, чтобы из природного материала получилась красивая, а главное, качественная вещь. Внуки мои интересуются, и они мне помогают там эти конские волосы разбирать, там считать, там все там по счету делается по одной волосиночке. И семейный подряд у нас получается. Опахало от комаров, варежки и даже веер из перьев глухаря. Эти работы сложно назвать экспонатами. Почти все из представленного на выставке в наше время носят и используют многочисленные родственники и друзья Ульяны. А эти детские унты когда-то носила внучка мастерицы. Так как Тасюрях отмечает 125-летний юбилей, и я им предложила представить нам своего самого такого мастера нашей картинной галереи. Ну, мы соскучились по своей работе и дальше продолжаем интересоваться такими людьми. Шляпки из конского волоса, расшитые бисером чепраки или берестяная посуда. Все это можно увидеть в Мирном офлайн и онлайн. Для того, чтобы посетить картинную галерею, желательно позвонить и предупредить о визите. Онлайн-выставку можно увидеть в социальных сетях. Ксения Исламова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Таковы итоги дня. Корреспонденты Якутии-24 следят за событиями. Оставайтесь с нами. До встречи.